Дорогие друзья, мы продолжаем цикл интервью с руководителями городов и районов Абхазии и обсуждаем главные проблемы этих территориальных единиц и планы по развитию. Сегодня мы будем говорить с первым заместителем главы администрации города Пицунда Даутом Вардания о том, чем сегодня живет Пицунда и какие вопросы сегодня решают местные власти. Здравствуйте, Даут Даурович. Здравствуйте. Совершенно мало времени уже остается до начала туристического сезона. Начнем с этой темы, потому что она актуальна. В этой связи интересно, как сегодня Пицунда готовится к этому периоду и какие задачи в этой связи стоят перед администрацией города. Ежегодно администрация проводит ряд совещаний, посвященных летнему курортному сезону. То есть мы собираем всех директоров крупных гостиниц и малых отелей о том, чтобы говорить о безопасности, о подготовке, принятию туристов, готовы ли они, что со стороны администрации им необходимо. То есть и еще мы проводим исследования берега с помощью ГИМСа. Мы нанимаем специалистов, которые проверяют дно, навалил ли шторм какие-то. То есть состояние? Да, коряки. Состояние берега проверяется. Обходим мы пляж, убираем мусор или последствия штормов. А такое совещание... Вот таким образом пойдет. Да, такое совещание уже провели? Провели в Гагарском районе. Гагарский район, администрация Гагарского района приглашает всех туроператоров и разговаривать с ними. А мы на своем местном уровне еще не проводили. Локально были встречи индивидуального характера с некоторыми из них, но общее совещание мы еще не проводили. Скажите, вот обычно, когда проходят такие вот совещания, да, с участием и представителей объектов размещения, там каких-то городских хозяйств, какие обычно проблемы ставятся, да, и на что делаются акценты, о чем просят, что говорят, что вот необходимо сделать вот каждый год, из года в год что-то наверняка повторяется, а что-то, наоборот, приобретает актуальность, да, например? Основа этих совещаний всегда, в основе всегда лежит безопасность. То есть мы совместно с МЧС разговариваем о том, что главной задачей нас, как органов местного самоуправления, это предотвратить какие-либо чрезвычайные ситуации. То есть это чтобы каждый за своим берегом следил, чтобы люди в нетрезвом состоянии не купались на море. Да. Скажите, а какие-то условия для этого создаются потом, да, вот по итогам этого разговора, например, то, что зависит от администрации, с какими-то просьбами обращаются как раз, с точки зрения того, чтобы вот эту безопасность обеспечивать лучше? У администрации есть такой договор пользования пляжной полосы, и в нем прописано, что каждый объект, который непосредственно занимает пляжную полосу, она должна устанавливать вышки со спасателями, чтобы спасатель всегда дежурил на море и смотрел за безопасностью туристов. Большие объекты выполняют эти условия. В основном огромная протяженность берега занимают большие предприятия. Это как курорт Пицунда, Самшитовая роща, пансионат Литфонд и тому подобное. Что касается маленьких индивидуальных предпринимателей, которые тоже размещают свои всякие пляжные принадлежности, там лежаки, зонтики, с ними чуть-чуть посложнее, но мы работаем в этом направлении, и на Кипарисовой аллее мы как-то закрепляли человека, который непосредственно дежурит по берегу. А есть пляжи, которые находятся в городской собственности, а не в собственности там отелей и так далее? Все пляжи, они находятся в собственности Гагарского района. То есть они стоят у нас. Просто на период, на летний туристический сезон администрация дает право пользования этим пляжем. А так все пляжи находятся, конечно, естественно, в собственности города. Да, конечно. Я хотела спросить, работа по приведению в порядок самих пляжей, уборка мусора, вот о чем вы говорили, это уже сейчас ведется? Или же это все-таки активно будет, когда уже пляжами начнут непосредственно пользоваться?
Нет, определенная работа, она и зимой ведется. Ну, если какой-то шторм большой и навалило очень много там деревьев и мусора на берег, мы и зимой проводим работы по уборке пляжной полосы. То есть пляж всегда более-менее находится в надлежащем состоянии. И сегодня сказать, что у нас есть определенные участки пляжа, которые загрязнены, тоже не будет Правдой. правдивым. Да, не будет правды. И сегодня пляж, он находится в хорошем, чистом состоянии. А вот обустройство пляжей как-то меняется ли? Вот то, что вы назвали лежаки да зонтики, или что-то еще, какие-то новые объекты туда привносятся с тем, чтобы люди могли там как-то досуг проводить побольше, на протяжении какого-то времени? Да, нет, естественно, меняется. Вот, например, на территории курорта есть определенная техническая полоса, на которой люди, не могут купаться, и там были установлены всякие развлекательные приспособления, или как их правильно назвать, аттракционы, это батуты, горки, аквапарк, это прямо на полосе, которая не позволяет людям купаться в море. Понятно. Да. В основном это для детей, да? Да, для детей или для взрослых. Вот в прошлом году у нас появилось такое новое сабы. Это вот такие надувные доски, и люди берут в аренду и купают. Помимо катамаранов и там лодок, бананов, всего прочего, к которому мы уже привыкли, уже появились вот эти вот сабы, такие вот с веслами, и люди вот на них купаются тоже. Какое-то развлечение новое появляется. Это как идет работа взаимодействия с ГИМСом, да, в том плане, что и отдыхающие жалуются, и наши люди, да, которые ходят на пляж иногда, что то катамараны слишком близко проезжают, то катера над головой прямо, то еще какие-то плавсредства, да, и это иногда небезопасно. И как-то вот с этой проблемой, эта проблема оговаривается каким-то образом? Естественно, да. Вот мы обязуем вот этих вот пользователей пляжа устанавливать вот эти буи, которые будут говорить о том, что за эти буи в зону купания катамараны и катера, чтобы не подплывали. Естественно, иногда нарушаются эти правила. Насколько часто это происходит, я не могу сказать. Но на самом деле таких жалоб, вот, например, в прошлом году было совсем немного. Что касается ГИМСа, у них мы с ними работаем так. Мы высчитываем территорию городского пляжа, которую нам нужно исследовать. Мы им оплачиваем, они приезжают, запускают водолазов. Водолазы проходят по морскому дну, выявляют, если есть какие-то там коряги или железо, или еще что-то, и убирают их со дна, чтобы, не дай бог, никто не повредился, не нанес себе какой-либо там ущерб. Вот. Сказать, что ГИМС раз, я не знаю, может быть, в 2 недели ГИМС приезжает, контролирует, но чтобы это было на постоянной ежедневной основе, такого нет. Скажите, вот вы говорили о спасателях, да, что есть вот в крупных отелях сами как-то обеспечивают, да, и человека, и команду спасателей, видимо. Да. Да. Достаточно ли людей, в принципе, вот, чтобы решать в случае чего, спасать людей, успевать все это делать? Протяженность пляжа Пицунды примерно, если мне не изменяет память, 7 километров. 2 из них это вот курорт Пицунда и наша Кипарисовая аллея, где находится общественный пляж. Все остальное там он редко посещаемый, это пляж, а потом уже пансионат Литфон и Самшитовая роща. То есть с курортом Пицунда у нас договоренности. У них есть группа спасателей, которые патрулируют, и наш общественный пляж тоже, то есть на Кипарисовой аллее. Что касается Литфонда и Самшитовой рощи, у них свои спасатели, которые всегда сидят на пляже и всегда патрулируют. У них даже установлены
спасательные вышки. А в курорте спасатели всегда на катерах, и у них есть там своя тоже вышка, они постоянно находятся там. Номер спасателей мы разместили на пляжах, в корпусах, в гостиницах непосредственно. Номер телефона, да? Людям. Да, номер телефона, да. И если какая-то ситуация, то им звонят, и они выезжают и, грубо говоря, помогают людям. Угу. И много ли гостей ожидаете в этом году в Пицунду? Бронирование отдыха как идет? Не в курсе ли вы этой ситуации? Вот на майские праздники, как вот я читал недавно сводки, по-моему, Минтуризм давал, если я не ошибаюсь, то на 30% брони превышают статистику прошлого года. То есть сезон ожидается очень хорошим, так сказать, многочисленным, и туристов будет много. А что касается В принципе, мы уже к этому привыкли, если честно. У нас из года в год, вот не считая год коронавируса, хотя сезон был коротким, но тоже многочисленным. После этого у нас каждый год все больше и больше туристов приезжают. Я даже хотел бы отметить, что и зимой приезжают больше туристов в Пицунду, чем в предыдущие года. А где они останавливаются, кстати, зимой? Зимой большой курорт не работает. Да, зимой он закрывается там, да, на реставрацию уже на протяжении нескольких лет. А так, Самшитовая роща, пансионат Литфонд, мини-гостиницы, которые имеют бассейны крытые и какие-то там спа-процедуры, чтобы хотя бы минимально могли происходить. Вот в таких люди и останавливаются. Как меняется количество объектов размещения туристов, да, вот этих гостиниц? Возникают ли или же, может, нет такого тренда вообще? В смысле строительства гостиниц? Да, новых объектов, да. Нет, это самый, наверное, привлекательный бизнес для предпринимателя в Пицунде. Пицунда маленький туристический город, и каждый год номерной фонд города растет. Мы по заявлениям на землю под строительство гостиниц смотрим, сколько людей хотят построить те или иные объекты, а потом после ввода в эксплуатацию или фактически построился человек и начинает работать, мы смотрим статистику, сколько людей у нас в этом году построилось. То есть в этом году номерной фонд, я сейчас вам точную цифру не могу сказать, потому что мы еще не подводили эти подсчеты, но номерной фонд города вырос. Примерно на сколько возможно? Да. Процентов на 10, 20, 30? Вот сейчас без точных подсчетов я вам не отвечу, но довольно-таки неплохо, скажем так. Угу. Скажите, пожалуйста, вот, кстати, да, раз мы заговорили о стройке объектов, гостиница, всегда ли соблюдаются правила, да, стройки вот в курортной зоне? Знаете, это проблема, и сложно ли приходится регулировать ее, эту проблему? Первоначально, когда мы только начали свою работу, да, было людям сложно привыкать к каким-то техническим характеристикам стройки, каким-то обязательствам, но с каждым годом все легче и легче люди привыкают и начинают осознавать и понимать, что так правильней, что мы живем в городе, где непосредственно территория заповедника, она прилегает к городу, что у нас реликтовые сосны, что это все надо учитывать. И люди постепенно приходят к тому, что действительно нужно соблюдать все санитарно-технические нормы. Скажите, а с нарушителями сложно приходится? Тяжелая борьба? Допустим, кто-то уже возвел объект там, где не положено. Дальше что могут сделать местные власти? Местные власти, участковый пишет акт, передает его в прокуратуру, а потом прокуратура дальнейшее либо облагает штрафом, либо передает в суд под снос. Это что касается капитальных объектов. Что касается сборно-разборных конструкций, там каких-то, я не знаю, выносной торговли, лавок, мы, местная администрация, сами с этим боремся. Вот у нас с прошлого года мы начали благоустраивать улицу Кипарисовая аллея. Мы проложили тротуар протяженностью 500 метров по одной стороне. Там стояли всякие будки, которые уже пришли, не подходят ни по каким нормативам.
мы с лета прошлого года начали уведомлять людей, что в следующем году мы будем демонтировать эти вот строения, и на условиях, если арендатор обязуется построить по проекту, который предоставит главный архитектор нашего города, вы можете возобновить работу. Так, в начале апреля этого года мы демонтировали более 35 вот этих вот торговых павильонов, и сегодня там идет активное строительство сборно-разборных конструкций уже по проекту, который предоставляет администрация. Это типовые такие проекты, которые предоставляет администрация? То есть по какому-то одному дизайну, да? Или как они выглядят? Да, дизайн-код этих проектов, он один, но там подходит все к индивидуальности, все сходится, потому что у кого-то там кафе, у кого-то торговый павильон, который там торгует, я не знаю, вещами, у кого-то... Но, в принципе, стиль этих зданий сборно-разборных, он один. А кто выработал его? Ваш художник и архитектор? Да, архитектор, потом был представлен на земельную архитектурную комиссию, мы все с этим ознакомились, приняли решение о том, что мы будем двигаться именно вот по такой схеме. Дауд Даурыч, вы говорили, что какие-то дела передавались в суд на крупные объекты, которые там были построены с нарушениями. А был какой-то результат? Был хоть один случай, пример того, что вот как-то с этой проблемой справились, решили и убрали это строение, например? Вот еще не до начала моей работы в администрации, не могу точно сказать год, на территории заповедника была построена гостиница, ее как раз снесли. Единственный пример пока. Что касается капитальных таких объектов, да. А так, что касается, если вы говорите о суде и всего остального, а так люди с пониманием относятся сегодня к администрации. Если какие-то нарушения были произведены, люди сами их устраняют. Бывает такое, что люди закладывают фундамент, бетон там, где нельзя это делать, а потом через некоторое время ломают этот бетон. Такие прецеденты у нас тоже существуют. А что касается Пицунда-Мюсерского заповедника, идут ли какие-то работы? Вообще мы слышали, что идут, да? Расскажите, пожалуйста, о них, как приводится там в порядок и чего хочет добиться администрация? Это чтобы вы понимали, это не только администрация, это мы летом прошлого года провели большое обширное совещание с депутатским корпусом, потом организовали собрание горожан, актива молодежи, и на котором пришли к тому, что заповедные зоны останутся заповедными. То есть захват земель территории заповедника происходить не будет, и что город категорически против этого. После этого актив молодежи организовал сбор средств. Все внесли какую-то свою, небезразличные люди внесли свою какую-то лепту, собралась определенная сумма, на которую мы приобретаем забор, который пришел, техническую негодность. Сегодня также вся молодежь города и взрослые, все собираются и ежедневно проводят на протяжении уже 2 недель, когда погода позволяет, проводят субботник. Идут работы по расчистке территории. Это от пансионата «Правда» в сторону города. Коммуницируем мы с заповедником, потому что отличить сорняк от растения, имеющего природную ценность, обычный гражданин не может. Поэтому ботаники нам указывают на то, что нужно убирать, на то, что нужно оставлять, и вот таким путем мы идем. Кропотливая работа такая, да, получается? На какой период рассчитана? Кропотливая, сложная, на период, мы уже работаем 2 недели, дошли, если мы говорим об этой территории, она где-то примерно километр 200, километр 300, на первом этапе. Дошли мы процентов так на 40 уже, наверное, с одной стороны, да. Это тяжелый труд. Потом мы организовали собрание всех гастарбайтеров, которые живут и работают на территории Пицунды, и попросили их тоже помочь в этом вопросе. На что они согласились, сказали:
что они сделают все, что от них зависит, и мы по сменам еще и привлекаем и гастарбайтеров. То есть вы на какой результат уже, наверное, виден, раз 40% работ выполнен? Да, конечно, мы расчищаем, которая прилегает к дороге, территория, заходим вглубь, сколько там, 15 метров, как сказали сотрудники заповедника, и вот в этом направлении мы движемся в сторону города. Уже заказываем забор протяженностью 800 метров, и на первом этапе будем его устанавливать. После расчистки территории будем восстанавливать границы заповедника. А в какой период планируется установка вот этого забора, все-таки ориентировочно хотя бы, и как вообще он будет выглядеть, что он из себя будет представлять? Это обычная 3D-сетка, зеленая. Она будет, получается, крепиться на профильный столб. Профильный столб будет заливаться именно лункой, потому что ленточный фундамент или фундамент любого другого вида не подходит под заповедник, потому что это мешает миграции зверей, которые там в этом заповеднике находятся, проживают. И в начале лета мы планируем, что определенное количество метров уже будет установлено. То есть 800 метров, которые мы приобрели, мы планируем их уже установить. А потом вторым этапом, если все у нас пойдет так же, то мы будем устанавливать и остальную протяженность забора тоже. Отлично, да, потому что я помню, по-моему, на протяжении чуть ли не 10 лет, если не больше, ведется разговор об этом, и проблема никак не решалась, хотя бы как-то обозначить границы заповедника с тем, чтобы не наносить ему вред какими-то строениями и прочее. Да, сегодня еще с условием новых технологий, что появились какие-то графические новые приборы. Заповедник нанял людей, которые непосредственно производят опосъемку территории заповедника, чтобы эти границы на картах были точны до сантиметров, до миллиметров при установке забора, чтобы все соблюдалось по правилам. Коротко могли бы рассказать о том, какие работы идут в плане улучшения инфраструктуры вообще в городе в преддверии туристического сезона? Работы по благоустройству были проведены по улице Агрба. Была проведена укладка асфальтного покрытия протяженностью 2 километра. Тротуар был установлен с двух сторон этой же улицы. Сегодня мы уже готовим смету по улицам Платановая аллея и Тополевая, где тоже асфальт находится в плохом состоянии. Будем заменять асфальтное покрытие. Надеемся закончить к лету. Все предпосылки к этому есть. Также идут подсчеты и составление сметы по тем же улицам на тротуар. То есть работа в этом направлении ведется, и я надеюсь, что к лету мы достигнем определенных результатов. Что касается уборки мусора, чистоты и бродячих собак, кстати, эта проблема такая болезненная. Что в этом плане? Что касается уборки мусора, у нас 4 единицы техники, которая убирает мусор. Сегодня этого уже достаточно. То есть непосредственно ежедневно 4 машины обслуживают город. Мы устанавливаем контейнеры на всей территории города и стараемся вывозить их вовремя. Когда есть какие-то неполадки или техника выходит из строя, мы просим о помощи село Лидзава или город Гагра и взаимообразно помогаем друг другу. Что касается бродячих собак, да, эта проблема действительно, она острая сегодня, но мы как-то пытаемся ее решать, звоним в Гагрский питомник, они приезжают, стерилизуют, даже иногда бывает, просим, чтобы бродячих собак взяли обычные граждане, жители, которые никогда не хотели иметь собак, но настаиваем на этом, чтобы собаки в городе не гуляли без присмотра.
Спасибо вам большое. Я напомню, что это был первый заместитель главы администрации города Пицунда Дауд Вардания, который рассказал о том, как сегодня Пицунда готовится к туристическому сезону и какие еще вопросы решают местные власти. Главный четверг. Главы городов и районов